Всем привет, ребят! 12 сентября, утро пасмурное, безветренное. Перешел на другой берег, вот наша лодка, полная воды. На обратном пути я вычерпаю все. Сегодня будет поход за грибами. Смотрите, здесь лодка, вот, вон лодка, вот еще лодка. Это передо мной уже перешли. Очень много народу сейчас в тайге. Все собирают грибы, ягоды. Ну, у нас в планах тоже собрать в основном белые грибы. Говорят, выход есть. И еще, может быть, даже буду собирать ягоды, брусники. Так что приятного вам просмотра. Давайте сходим. Какой поход получится, вам поснимаю. Смотрите, во что превращается тайга. В золотую осень. Зелень уже переходит в желтый цвет. Много листьев уже выпало. Смотрите. Зашел в ягель. И сразу же моментально я вижу следы, как собирались здесь грибы. Вон. Так что как повезет, ребят. Конкуренция очень большая. Много грибников сейчас. Сезон. Не знаю, что-то найдем или нет, но буду спокойно идти, не спеша. Ну вот, ребят, маховики. Один и второй. Хороший вкусный гриб. Буду брать только шляпки. Вот здесь, смотрите, проверяли белые грибы. Много мест таких я уже увидел. Ягель просто вот люди один гриб находят и весь ягель ворошат. Вон там, смотрите. Это нехорошо, честно говоря. Это мне не нравится лично. Ну, вот тут проверяли, смотрите. Вот, ребят, я это и имею в виду. Вот. Зачем так делать, не понимаю. Да понятно, звери, медведи так. Но человек ради какого-то гриба, если гриб не виден, значит он совсем маленький. Зачем ворошить ягель? Каждый год такая беда. Ну вот смотрите, козлята. Видно, тут тоже собирали вон. Но их столько тут. Маслята, козлята возле дороги. Вот. Гнилые не берут. Но это так называемый сорный гриб. Есть выбор. В данный момент белые и маховики. Два вида вот такие собираем. Ребят, вон там проверенные ножки. Здесь проверяли, резали, смотрите. Ну и сюда посмотрите. Вон он, мой гриб спрятался куда. Вот он. Красавчик. Смотрите, какие ножки. Будем проверять. А, вон еще один, так погладил его. Еще второй малюсенький. Два гриба. Один возьму, второй оставлю. Зачем его маленький? Пусть подрастает. О, как всегда, гнилой. Что, ножки всегда гнилые у них. Вот этот возьму. Первый боровик. Случайно увидел. У меня уже наезда вообще никакого не было, чтобы увидеть какой-нибудь гриб сегодня. Везде ножки, дорожки. Отошел буквально 15 метров. Вон один огромный, большой. Второй, третий. 3 гриба. Но они совсем крупные. Прям здоровые и очень гнилые. Вон, совсем гнилые. Ну, этот может быть как-то более-менее и то. Тоже сейчас пополам.
посмотрите. Вот для сушки пойдет. Как бы есть следы, вот дырочки маленькие. Но возьму. Выбора нет у меня, ребят. Буду брать. Почему-то вообще ножки у гриба постоянно гнилые у этого. А сам гриб хороший. И это радует. Потихоньку набирается. Очень медленно, конечно, все. Вот, чуть не прошел, ребят, смотрите. Раз, второй. Там проверяли уже. Видели, это новый свежий выход. Ой, блин. Ножки-то ножки. Капец. Тут тоже не то. Сразу лучше нам только шляпку возьму еще. А для сдачи вот это все принимают. Черви, не червивые. С ножком берут и вот так сдают. Сам гриб упругий, несмотря на то, что внутри порожняк такой. Где не ожидал, там и нашел. Такие дела. Вышел на трассу. И по этой дороге я сейчас пойду примерно 3 километра на холостую. Здесь тоже много козлят вдоль дороги. Вот это грибы. Ну, где-то с килограммчик уже есть. Я оставлю. Туда таскать не стану. На обратном пути возьму. Вот, пожалуйста, следы. Перед мной идет человек. Много техники уже поднялось тоже. О, вон он какой. А вот еще второй, ребят. Случайно вот с этим любовался и нашел второго. Бы только выходит. Но уже он гнилой. Он уже гнилой. Так быстро начинает гнить. Вот только ножки. Вон шляпка уже. Как бы там видно, что черви ходили. Ребят, просто нет квадратного метра, где не ходили люди. Все подряд. Вон, раз, два, тоже проверяли. Вот такие дела, ребят. В этом пяточке тоже выход грибов был. В прошлом году вот и проверяю. Ну, пожалуйста. Опять же только следы этого проверенных грибов. Вот большая шляпка. Огромная. Все идут, смотрят, собирают белые грибы, ребята. Не замечают красноголовиков. Вон их сколько. И вон там еще один. Вот, пожалуйста. Все хорошие. Там еще одного увидел. Я не брезгую, все буду собирать. Вот, пожалуйста. Еще один. Так, и тут, наверное, где-то еще видел. А вон он. Вот. Пожалуйста. Вот он. Раз, два, 3, 4, 5, 6 штук, ребят. Хороших. Не крупные, самое то. Отошел и прямо попал у нас, смотрите, маховики. Так это красавцы, ребята. Он просто очень вкусный.
Многие на него внимания не обращают. Но он прям великолепный, вкусный гриб. Намного вкуснее подосиновика. Вот это да. Берем. Надо перчатки одеть, они очень грязные. Лучше собирать в перчатках. В прошлом году... О, вот еще один. В прошлом году, ребят, маховики я собирал этих с ножками, но они не понравились. Вот еще. О, мое. Я смотрю, вон еще там. Вот прям какой-то в рай попал я, ребят. Вот. 3 штуки еще. Вот. Это гнилой. Видите, потихоньку идет. Дело пошло. Вот еще. Маховики всегда в куче и тоже вот объедено все. Смотрите. Это, наверное, или мыши, или же белки. Белки мигрируют, ребят. Белок много. Идет миграция полным ходом. Так, это вот не знаю, брать, не брать. Кто съел? Мыши, наверное. Мыши съели. Объедают нас. Ух. Тоже вон. И смотри, там еще грибы. Вот это хороший. Вот. Тоже хороший. Что-то здесь этот уголок совсем никто не проверял, что ли. Или внимания не обращают на маховики. Вот они, пожалуйста. Сегодня будет грибное жаркое. Это 100%. Я уже на жареху набрал. Здесь много брусники было. Остались только остатки. Прям все подряд собирали. Тщательно. Ничего не оставили. Вот еще грибы. Тоже чуть-чуть. Тут чуть-чуть все грибы как бы объедены немножко. Ну, думаю, или мыши, или белки. Вот все-таки кто-то из двух. О, смотри, какая куча. Вот это да. Вот. Раз, 2, 3. Не грязные, запомните. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все хорошие. 9 штук. Прикинь, в одном месте 9 штук набрал. Вот я собираю сейчас. И тут, и там. Короче, я попал в рай. Вот, пожалуйста. Вот это, да, этот уголок вообще не проверяли. Все стартанули дальше. Идут, ломанулись, идут дальше и дальше. Ладно, ищем. Ищем, продолжаем искать. Ну, остатки брусники я тут вижу. Мелкие тоже. Выборочно собирали здесь. Вот, пожалуйста, еще один. О, хороший. А то, что снизу объедено, я уже внимания не обращаю. Все грибы такие. Что поделаешь. Тут немножко вот есть тоже брусника. Между прочим, здесь хороший, вон, черная брусника. Уголок. Надо запомнить и сюда прийти. Здесь хотя литр брусники можно набрать. Не мелкие. Если не будет выбора, я сюда еще приду. Если найду место где-нибудь в другом месте, то там пособираю. Некоторые все лето заготавливают компоты,
И вот еще. Вот это, да. Компоты. И собирают еще всякие салаты, заготавливают. А мы в семье по возможности всегда в основном собираем грибы, заготовка. Ну, огурцы то же самое. Вот это да, ребят. Ну, нечего добавить. Вон он, чистейший, хороший. Так что хорошо, что я сегодня выбрался в тайгу. Сейчас у меня времени просто на это не было. И вот сегодня хороший. Сегодня вот удалось. У меня целый день. Я свободный. Могу целый день там ходить, бродить. Где-нибудь надо чай попить еще с термоса. Ну, кофе. Кофе попьем. Выхожу на дорогу. Не ожидал я, что в этом маленьком месте наберу столько грибов. Даже и не хотел сюда заходить. Не ошибся с выбором. Сейчас я покажу, сколько тут набрал. Смотрите. Очень много грибов, во-первых. Тоже где-нибудь оставлю, чтобы с собой не таскать. Я еще схожу дальше. Там еще интереснее места будут. Конечно, там и конкуренция больше, но все равно прогуляюсь сегодня. Ну и надо бруснику там посмотреть. Сегодня чисто разведка у меня. Вон там кто-то идет тоже. Так что впереди меня и сзади меня везде народа. А я прибавлять скорость из-за того, что, вот, скажем, кого-то увидел, я не стану. У меня своя дорога, своя тропинка. И каждый свой гриб найдет. Это как ни говори. Что на охоте каждый свою добычу добывает. Что и здесь. Грибы, ягоды то же самое. Вот, пожалуйста. Вон. Видели? Чуть не прошел. Они мои. Понимаете? Я их как бы заметил. Мог пройти. Но вот как-то боковым зрением случайно вот как-то увидел. Так что не надо бежать. Просто надо идти спокойно. И найдем. Хотя вот свежие следы человек прошел. Это знакомые ребят. Идут за брусникой. Поговорил с ними. Первый раз, говорит, идем. Попроще сейчас туда пойдут. Так, я туда далеко заходить не стану. Хотя тут места хорошие даже. Если не будет выбора, если не найду ничего, на обратном пути пройдусь. Шел и нашел. Хоть посмотрю. Ой, непонятно что-то. Половину возьму. Половина хорошая, половина, в общем, что-то не очень. Какая-то мягкая стала. Ну, гриб сам мягкий. Ух, гнилой. Хороший. Пригнила. Что-то шляпка хорошая, она упругая, она гнилая. Вот эти грибы. Вон.
Смотрите, какие огромные. Видите? Большие-большие. И тут тоже они. Даже проверять не стану. Неплохие. А здесь уже более-менее они, люди тут проверяли. Вот. Ножка остались. Оставил вторую заначку, второй пакет уже грибов у нас. Вот поэтому я беру несколько пакетов, чтобы не таскать с собой грибы. Они, во-первых, мнутся, крошатся. А когда так оставляешь на пару часов, скажем, я схожу сейчас, пособираю, на обратном пути буду забирать. Все очень легко и просто. Иду прям по траншее пожарной, как по асфальту. Траншея свежая, вырыта. Идти хорошо. Чуть-чуть не наступил, просто вот, я не знаю, как я это заметил. Он весь грязный, конечно. Но хороший. Ну хороший. Грязные и хорошие, ребят. Вот так бывает. Так. Основной песок так. Сейчас мох, знаете, от росы, от тумана. Он весь сырой такой. Хороший. Как тряпка, блин. Ну все. Не мох даже, а ягель. Нашли первый гриб. Прямо на траншее, видишь как. Иду. Ну, хотя кругом вот следы свежие. Люди идут, ходят. Но мой гриб просто они не находят. В прошлом году здесь мне очень хорошо везло с грибами. Собирал несколько дней боровики, маховики. В этом году пустота. Просто ничего нету. Все тщательно проверяли. Видно, собирали. Так что пока пустой. Коля Николай. Бруснику собирать приехал. Я тоже уже присматриваюсь, как бы прошел прошлогодние места, где собрал бруснику. Ну тут, видите как, везде люди собирают уже полмесяца. Остатки сладкие. Наберем свое. Сегодня литр полтора. Завтра полтора. Вот тебе и 10 литров. Куда больше. Вот видно, тут тоже вот собирали. Ну и после них еще, смотрите, сколько остается. Вот так вот. Вот он. Он уже этот спелый, черный прям. Наберем. Четвертый. Ну, короче, я дошел до крайней точки сегодняшней. Здесь еще ягель. Не такой маленький, я пройдусь. А вдоль дороги уже идти не стану. Тут покружусь. Ну, примерно час еще. И буду собирать бруснику. Березовик, подосиновик-то есть. Да. Ножки такие, смотрите, какие здоровые. Ножки нам. Ну и так уже нормально набрали на жареху. Тут должен хорошим быть.
Смотрите, шляпка какая. Вон. Она грязная, как всегда. Чистейший. Прям чистейший. За деревом там еще увидел. Пожалуйста. Один. Тут большой, не очень. Ну, вот 2 гриба есть. Как вам, ребят, места? Смотрите, как красиво. Ягель. О, и гриб нашел. Вот он. Вот так посмотришь, вот листва желтая, вот. И шляпка такая же. Вот пройдешь, не заметишь. Вот 2 гриба, ребят. Вон там листва тоже вот. Очень обманчиво все. Надо идти медленно и смотреть внимательно. А, вон еще один. Вот так вот идешь и натыкаешься. Бывает даже случайно. Ну, в основном вот эти маховики. Боровиков нету. Подосиновик, вот, пожалуйста, ребят. Какой красавчик. Вот это да. Ух, прелесть. Грибы немножко я фотографирую. Фотография будет в телеграм-канале. Ну и в Одноклассниках еще бывает выкладываю. Все координаты в описании под видео. Так что подписывайтесь и смотрите. Вот здесь уже вот как бы старое место, где был пожар. Ягель восстанавливается, каждым годом все меняется в лучшую сторону. Сейчас уже я смотрю, в прошлом году черноты больше было, в этом году уже белый ягель вышел так. Ну, одним словом, все хорошо. Вон он первый. Вообще здоровый. Ай, плохой. Опять. Труха. Труха, ребят.
начинал собирать вон оттуда, вон. Первый гриб. Потом заметил вот здесь. Эта поляна штук 10 грибов мне дала. Я еще оставил несколько штук мелких. Я вообще не стал брать. Пусть подрастет. Главное, чтобы не наступить. Честно, я просто вот такие. Вот такие. Я оставляю. Вон. Таких еще штук 3, наверное, оставил. Некоторые из-за этих таких малышей весь ягель ворошат. Я не знаю, жадность, наверное. Что еще сказать, добавить? Вот, ну что, вообще класс. Хороший грибной такой уголок нашел. Повезло. Какой-то сморщавый старичок. Он хороший. Тут смотрите, как проваряли. Ух. Резали. Вон там новый выход. Здесь гриб. Что? О. Гибель. Гибель. А вот смотри, чуть не наступил. Вон он. Маленький. Для сдачи с ножкой берут. Очень тяжелый гриб, между прочим. Увесистые. Вон там еще один. Вот, смотрите. Уже после сбора здесь как бы собирали, но все равно гриб уже еще вышел. Вот. Тоже уже. Ой. Маленький, но гнилой. Надо внимательно еще посмотреть тут. Кушать захотелось, не могу просто. Уф. Прям аппетит зверский. Надо где-нибудь привал сделать. Не знаю, можно здесь остановиться, вон там свалившееся дерево. Или к речке сходить. Но надо чай с хлебом попить, кофе с хлебом-то есть. Вот, пожалуйста. Маховики. Смотрите, какой большой и чистый. Вообще чистый. Это для сушки пойдет. Такие грибы буду сушить. Сушеные грибы. Хорошие они, сушеные грибы. Суп из них очень вкусный. Любим грибы, грибной суп из сушеных грибов. Пожалуйста, 2 штуки. Сегодня весь вечер чистить придется. Грибы чистить тряпкой, влажной тряпкой чистим для сушки. Да, наверное, я тут, ребят, немножко кофе попил.
Немножко, ребят, попил чаек и продолжаем собирать грибы. Не чай даже, а кофе с бутербродом. Еще или я это уже проверял. С той стороны я пришел. Смотрите, вот обратите внимание, вот старая, очень старая тропинка. И здесь вот после пожара в первую очередь я, говорю, на тропе вышел. О, интересно даже. Хороший. Все беру. Что хорошее, все беру. Так, параллельно я еще туда схожу. Потому что здесь белые грибы я нашел. Возможно, я еще найду. А может и нет. Ну, о чем я говорил. Нет, вот буквально параллельно 10 метров иду. И уже нашел одного. Надо каждый метр, просто внимательно каждый метр смотреть. Грибы остаются. И медленно. А вот, смотри. И вон еще один. Тот плохой. Вот еще один. Тут хороший вроде. Да. Ножки-то какие. Здоровые, смотрите. Вот как все это выглядит. Вот весь вес на сдаче вон в этом в ножках. Маховик. Берем. Не успеваю выключать, ребят. Вот, пожалуйста, первый сорт грибы. Сейчас ножки тоже посмотрю. Вот там маховик еще, и там маховик. О, опять я, короче, такое место попал. Райское место. Сейчас проверим. Вот ножки уже гнилые. Вот. Ну, на первый сорт такие вот сдают. Вот. С ножками. И всю гниль. Всю гниль. Все идет на сдачу. Не знаю, почему вот как бы не принимаю только шляпки. Полностью принимаю, а там не черви. Ну, значит, так надо. Грибники мимо прошли. Мимо проходят грибники. Очень много грибов оставили для Олега. Олегу-то есть. Ну так тык-тык-тык. Посмотрел и вернулся уже к маховикам. Пожалуйста, маховики. Вот они хорошенькие. Хорошенькие какие. Вот еще один. Вот этот оставляю маленький. А этот беру. Ну, пакет уже почти полный. А у барайцов я только шляпки буду брать. Просто ломаешь, а ножки гнилые. Вот тут этот бор заканчивается. Вон там уже дорога недалеко. Ну, от силы 200 метров, наверное. Если по дороге идти примерно полкилометра. О, блин. Банан. Если бы не остановился, не увидел. И если идти полкилометра, там начинается очередной новый большой бор. Там тоже я уже снимал для вас. Сегодня я точно туда не пойду. Там, я уверен, и без меня людей хватает. Потому что все, у кого есть техника, едут дальше. И я здесь уже разворачиваюсь, ребят. Все. Сейчас уже буду направляться домой. По ходу еще буду собирать, что возможно, что найду. А так, знаете, блин, все. Я доволен этим, что я нашел. Рюкзак уже очень тяжелый будет нести. Да, и думаю еще. Вон, смотрите. Думаю еще, и, ребят, я несколько грибов еще увижу, найду. А это для соления. Да, для соления.
Фух. Не ожидал, не думал, что я столько грибов найду, конечно, сегодня. Чуть-чуть с дырками, но для сушки пойдет. И такое страшное. Вон там еще увидел. Ух ты, 3 штуки даже. Но тоже крупные. Уже 4, что-то уже. Вот смотрите, какие они. Не поймешь, брать, не брать. Нет, нормальные вон. Да, буду чистить дома, ковырять. Тщательно тоже. А вот еще один. Вот, пожалуйста. Для сдачи, если что, вон еще один. Для сдачи, ребят, вот это все идет первый сорт. Вот еще один оставляю. Так. Большой надо. Ой. Или... Да, так ломаю, не режу, не так удобно. Я уже об этом не раз говорил. С ножом, конечно, тоже цивильно, как-то культурнее, так скажем. Вот еще увидел. Но здесь уже я не ожидал, что увижу. Да, хороший. Потому что я уже возле дороги. Тут уже народ, конечно, тоже ходит. Чистый. Странно. Там еще один. Ну, этот какой-то. Не, даже проверять не стану такой. Ну все. На сегодня, наверное, буду заканчивать сбор грибов. По пути, конечно, тут примерно 5 километров еще мне топтать. Идти. Не меньше, да. Где-то примерно 5. 5,5. Вот так. И, конечно же, по пути, если найду, я буду брать еще. А дальше уже не иду. Дальше, чтобы вот заманчиво вот перейти на другую дорогу, в другую сторону дороги и сходить еще, скажем, выше. Интересно же. Ну, давайте все это оставим на завтра. Вот, смотрите, металл лежит. Легкие деньги. Нашел полянку. Здесь вроде есть брусника, но и не мелкие. Хорошая брусника. Решил пособирать. Вот так. Ручной сбор. Можно комбайном. Кто чем собирает. Кто всю жизнь руками. Кто комбайном. Комбайн тоже таскать. Если много собрать, да. А так, сегодня, скажем, этого ведерка соберу. И все. Завтра снова в лес пойдем. Встанешь, блин, ягоды не видно.
потихоньку, помаленьку. Начнем с малого. Собрал 5 ведер. 700. Так, подождите. 712 миллилитров. 712 миллилитров. Двойной пакет. Все. Могу порвать. Нашел вот поляну. Хорошие ягоды. Черные прям. Вон они. Крупные. Вот, смотрите. Очень крупные, хорошие. Я выборочно собираю, как бы здесь именно вот покрупнее ягоды. Ну, я думаю, 4,5 литра я набрал. На сегодня хватит. Себе я решил вот 5 ведер собрать. Все. Я это и собрал. Вес примерно 3 килограмма точно будет. 3 килограмма. Тут грибы, там грибы, еще 2 мешка грибов. Шабаш, ребят. Так. Вот это ведро здесь прямо и оставлю. Потому что я завтра еще здесь буду. Сушина, блин. Вот тут. Ну и здесь еще поковыряюсь. Если найду, найду. Нет, так нет. Вот. Завтра встретимся, ведро. Пожарная колея. Здесь зайду. Тук-тук-тук-тук. И найдем. Все, короче, я пошел домой. По пути буду собрать только грибы. Ягоды на сегодня набрал я достаточно. Видите, там Николай собирает тоже комбайном. Коста ж отсюдишь. Puujainen vatse. Una. Kopurtçanda bure. Hizmet kombayın değil mi? Çekme kombayn. Atmadı. Akme. Akme. Birinci kayım hocam bunu. Ünçekit karşı. Kaç işe? Ne böyle tava dedi. Evet. На курочці? Курочці. Викать ваче. Заводить далечам. Огна. Та лунтер вачан. А обедай. Обедай. Эти бочка спирта 20 литров. Вона. 20 литров. 20 літровий. 20. А ти на джуні сломаний. А, та еще хизмет комбайн. Угу. Час работы и наполнится. Да, нормально. Час есть. А мы на дурджик думай там. 10:31. Время. Угу. Угу. А тут наберешь. Так, шуруй. Меня будете так шуруй, да?
Čakta me nokturvati, daj me najesti ten paket neše. А, да. Да. А, Čakta unavati. 20-литровая канистра. И сколько килограмм, на какую сумму это получается? почти 2000 лет. 2000 с этого. Да. А грибы что не собираешь? Да. Ночь клон волны. А, Нету гриба. Во. Один гриб. один гриб. 2000, значит, это по 100 рублей. 20 килограмм здесь будет? Почти. Почти. А, ну тогда, если 2000 в день, можно забрать. Выгодно. Турпус. Полдня. А, в Турупе дешевле 80 на. клюква. Да, сейчас легкий. А он, да, он спелый уже брусника. Я тоже здесь пособирал сейчас. 5 ведер майонез банка. Ну, считай, 4,5 литра примерно будет. Так что наберешь. Эчки lumachku захайлин давлен. Место тоже там знаешь. А, там родина твоя. Коня. Конечно. Да. А повод ты можешь. Там старая вырубка тоже. Древняя вырубка. Пусть. Да васкос, бля, васкос. Мотиком? Мотик нас туй сразу там да видишь раз. Вообще лежня. Учки тем зачем видишь? А, Я говорю, юдор ты все. комбайн сам делал. Руслан, Руслан. Пообщались с Ванькой. Ой, с Николаем, то есть. Ванька у него брат. Между прочим, там за дорогой тоже 2 человека собирают ягоды. Вон там. Сюда, наверное, надо на велосипеде приехать. Быстрее получится. Ну так, местами есть брусника. И даже, скажу вам, в сравнении с другими годами, вон там, вон, 2 человека. Красный рюкзак у кого-то. Женщина, наверное, собирает там. Вот. А я пошел поесть. Вот здесь можно на велосипеде. Не знаю, подумаю, может завтра действительно тоже взять велосипеды и газку. Вот, смотрите, 2 велосипеда стоят. Пожалуйста. Самая хорошая, удобная техника. Ну да, на велосипедах приехали. Так что, ребят, на ягодах, грибах можно осенью подзаработать. Чем и занимаются люди. Кто собирает бруснику, кто грибы, а многие уже собирают клюкву. Вот как сейчас Николай говорил, он, ну, сейчас до обеда будет собирать 2000 рублей. Так что не на каждой работе можно так подзаработать. Но этот сезон, конечно, уже скоро закончится. Так что это не круглогодичный заработок. Это, ну, считай, морожка, которая в этом году не было морожки. Потом черника пошла. Черники много было, люди тоже собирали. Ну, примерно тоже 90 рублей килограмм. Дальше идет брусника и грибы. В самую последнюю очередь это клюква. Клюкву еще долго будут собирать. Ну, где-то до середины октября. Вон там, ребят, чуть подальше нашел вот такой подосиновик. Не хотел уже снимать, включиться, но, ну блин, разве эту красоту обойдешь мимо стороной? Ой. Вот так вот. Чистые, вон они. 2 гриба таких хорошеньких по пути. Я в сторону уже никуда не отхожу, иду прямо по дороге. Немножко осталось, где-то с полкилометра, наверное, до 3-го пакета
Второй пакет я взял, еще один остался. Дошел до первой курилки. Вот это третий пакет, первый, который вот я собирал. Ну, добавил еще 2 гриба сюда. Все, это заключительный пакет. Ну, вот смотрите, ребят, полный рюкзак. Сегодняшний сбор. Обычно я в своих походах чуть ранее показывал, когда грибов мало было еще. Ну, показывал и считал, сколько грибов. А сегодня целый мешок. Вот что значит осень, сентябрь. Сейчас пока выход есть, надо не лениться, ходить, собирать. В скором будущем это просто закончится. Ну, гриб перестает выходить. Вот. Сейчас я попью еще кофе и пойду дальше. Осталось уже немного. Ну, где-то с километра. До дома 1,5 примерно. Ну и дальше уже сегодня точно снимать тоже не буду. Спасибо вам за просмотры. Ждите новые фильмы. Ну и до новых встреч. Не болейте, самое главное, ребят. Пока. Еще нашел 2 гриба. Вон третий. Люди проходят, третий, четвертый. Люди проходят. И просто они не замечают вдоль дороги. А они, вон, смотрите, такие хорошенькие. Вот. 4 гриба я еще нашел.